Здравствуйте! В эфире радио «Азатлык». Тема нашей сегодняшней программы – участившиеся аресты и случаи преследования населения в Туркменистане. Правозащитники сообщают о десятках таких случаев и связывают их с активизацией протестного движения в туркменском обществе. Об этом мы сегодня беседуем с главой Туркменского Хельсинского фонда Таджигуль Бегмедовой и директором Центральноазиатских программ правозащитного центра «Мемориал» Виталием Пономаревым. Таджигуль, Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ваши организации давно занимаются мониторингом нарушений прав человека в Туркменистане, но в последние месяцы опубликовано просто невиданное количество сообщений об арестах и допросах внутри страны. С чем это связано, Таджигуль? Скорее всего, это связано с протестными движениями, которые активизировались за рубежом. Ну и, конечно же, с ухудшающейся ситуацией в Туркменистане, как с правозащитой, так и социально-экономическим положением. Виталий. Я согласен, что это связано с протестным движением, но вот именно поток публикаций последних пару месяцев связан еще и с тем, что раньше участники протестного движения практически не имели контактов с правозащитниками. То есть многие такие случаи, они не получали огласку. И, с другой стороны, там друзья, родственники тех, кто подвергался преследованию, они иногда боялись давать такую огласку, чтобы не повредить тем, кто попал под давление. Но сейчас контакты налаживаются, страх преодолевается, и я думаю, что мы увидим и дальнейший рост числа сообщений, потому что случаев действительно много, просто они совершенно недостаточно освещались и в СМИ, и, скажем, в публикациях правозащитных организаций. Виталий, ваши организации опубликовали сообщения о десятках задержанных и допрошенных в Туркменистане за последние месяцы. И расскажите, пожалуйста, о последнем случае. Известно, что юрист государственного учреждения был арестован в Туркменистане в начале сентября, и вчера состоялся суд в закрытом формате. Что вам известно о его судьбе? Как прошел суд? Суд должен был пройти утром в здании городского суда. Неожиданно его отменили, перенесли в СИЗО, провели в закрытом порядке. Причем там даже свидетели, которых вызвали в суд, их не пригласили в зал суда для дачи показаний, они все это время провели в коридоре. Неизвестно, был ли вообще защитник на этом процессе, потому что все те адвокаты, к которым родственники обращались раньше, они отказались от участия в этом деле, ссылаясь на то, что оно политическое и может иметь последствия для них. Значит, процесс завершился в 8 вечера, не было никакой информации, какой приговор и так далее. То есть родственникам сказали, узнавайте через городской суд. И буквально там полчаса назад поступило сообщение, что Алабердыева приговорили к 6 годам лишения свободы по 2 статьям: хулиганство и нанесение телесных повреждений. Речь идет о таком инспирированном инциденте 5 сентября, о котором мы уже писали в пресс-релизах. И единственное, что хочу добавить, что материалы дела до сих пор остаются недоступными. Даже постановление о предъявлении обвинения, даже точные указания частей, пунктов статей Уголовного кодекса, по которым предъявлены обвинения. Поэтому очень много всяких предположений. Но в любом случае можно сказать, что на стадии следствия задавались вопросы такого политического характера и об инциденте с портретом президента Бердымухамедова и о некоторых других сюжетах, но они в итоге не были использованы для предъявления обвинения, которые решили ограничить такими чисто криминальными эпизодами, то есть там драка, телесные повреждения. Причем, как пока говорят очевидцы, на самом деле никакой драки не было, а был спровоцированный инцидент. Но такого рода методы, мы знаем, ранее в Туркменистане применялись и в отношении других активистов. Можно вспомнить дело Затоки в Ташаузе, да, очень известное, но еще некоторые, так что эта практика не новая.
Насколько ваши данные отражают реальную ситуацию с преследованиями людей в Туркменистане за гражданскую активность или просто пытающихся донести свои проблемы до сведения властей? Возможно ли предполагать, что таких случаев еще больше? Таджигуль. Конечно, можно не только предполагать, а утверждать о том, что таких случаев много. Например, по Алабердыеву, если более детально рассмотреть его дело, то даже тот момент, возьмем, как его вчера судили, то уже с самого начала, и вчера тоже это подтвердилось, людей, не только его самого, но и даже его родственников, морально уничтожали. Например, сначала им сказали, что нужно подойти к 10 утра на зданию суда, что там будет 10 часов проходить заседание суда. Родственники, а по нашим сведениям пришло и близкие, и коллеги, пришло около 40 человек, прождали с утра до 4 дня. И только в 4 часа им удалось выяснить, что суд будет закрытый и будет проходить не в здании городского суда, а в СИЗО. И вот эта вся гурьба поехала туда, в СИЗО. И там им пришлось опять ждать. С 6 до 8 проходил этот суд. Их не допустили туда. И вот по нашим сведениям, независимо от этих родственников и друзей, совсем другие источники нам подтвердили, что эти люди стали возмущаться внутри, что их не допускают к суду. И, к сожалению, начальник СИЗО не мог решить, можно ли их допустить на это заседание и нельзя ли. И в конце концов он просто уговорил их выйти из СИЗО, вот этого предбанника, где решетки везде, во двор, и обещал, что когда выйдет Алабердыев, покажут его родственникам. То есть на самом каждом шагу происходит нарушение всех процессуальных и других моментов. Ну и еще дополню я, что 2 свидетеля, которые пришли на заседание суда, не были допущены на это заседание суда. Они просто в коридорчике посидели и ушли. Хорошо, что одному из них, который был участником инцидента и видел все, еще до заседания суда удалось следователю рассказать истинную картину, что это был спровоцированный скандал, что никакой палки или доски, которые хотят навесить на Алабердыева как тяжкое орудие, не было. И это, по-видимому, в заключении следователя имеется в деле. Ну и, как оказалось, это сообщили нам уже независимые источники. В конце концов, Алабердыеву показали его сестре через 2 коридора, через какое-то окошечко. И что шокировало родственников Алабердыева, он уже был обрит наголо. То есть, если вы знаете, если человек под следствием, он пока еще не виновен. И никто не имеет права не то брить его наголо или еще что-то делать с ним. Но уже заранее на него навесили клеймо, что он преступник, его обрили наголо, во-первых. Во-вторых, все это время не позволяли родственникам ни свидания, не позволяли ему передачи. 1 раз вначале передали, и все. А сейчас в Туркмении уже похолодало. И человек, который был задержан 5 сентября в одной футболке, в одних сандаликах, сейчас в Туркмении очень холодно. И представьте, как он себя чувствует там, в бетонном колодце, так сказать. Вот вам отсюда потенциально хронически больной человек. Это тоже угнетение. Это тоже морально нагнетает человека. Дальше. Вот там люди, которые возмущались тем, что нарушает их право и не допускает на суд, когда они нам сообщают, у них чувство вины. Они говорят, мы бы так себя не вели, если бы нам дали эти документы, если бы нам дали вовремя, как в других цивилизованных странах, объяснили, что и как. То есть населению в течение вот этих 28 лет внушили, что требовать свое право, это является, как бы это сказать,
незаконным, и они оправдываются. Это первое. Второе, нужно сказать по поводу вашего вопроса, что есть и другие такие случаи. Это случай, о котором нам известно, и мы об этом можем рассказывать. Но очень много случаев, когда люди боятся, они рассказывают нам, но боятся опубликовать это или где-то рассказать, потому что они угнетены до такой степени, что их могут преследовать на работе, выгонять с работы, увольнять, что их могут тоже так вот подставить и арестовать, и даже навесить какие-то несуществующие статьи. С другой стороны, наблюдение за данным процессом показало, что внутри Туркменистана есть протестное движение. Если следователь пытался навесить на Алабердыева поджог портрета президента, значит, такой случай был в стране. Значит, население возмущается тем, что в стране нет настоящего правосудия. И по иронии судьбы министерство называется Адалат, то есть справедливости. Но это не министерство Адалат, это несправедливости министерства. Как вы видите, на каждом шагу мы видим нарушение различных статей Уголовного кодекса и в то же время различных конституционных прав туркменских граждан. Спасибо. Если говорить... Сейчас, Гузель, вот я хотел бы вот чуть-чуть вклиниться в продолжение этой темы. Вот если выходить за рамки просто одного дела анализа, да, я вот две вещи хотел бы отметить, которые, ну, одна из них ее точно недостаточно вот как-то освещать. Первое, это, конечно, у нас, когда говорят о протестных настроениях, прежде всего имеют в виду участников вот тех, так сказать, акций за рубежом, которые выходили там консульством туркменским, еще в некоторых местах. Но на самом деле вот те, кто общаются с туркменскими диаспорами там, в России, в Турции, не знаю, на Кипре, в Европе, в разных странах, вот у многих, и у меня тоже вот ощущение, что примерно прошлой осенью произошел какой-то перелом в сознании. Да. То есть очень много людей, у них вот сейчас такое протестное настроение, желание обсуждать ситуацию с другими, желание выразить себя, даже у тех, кто не ходит ни на какие акции, кто до сих пор, скажем, не выступает в интернете. Вот круг, это какой-то произошел скачкообразный такой процесс, очень трудно объяснимый. Я вот первый раз это ощутил в прошлом сентябре, год назад, когда здесь, в Москве, вот несколько туркмен собрались, и они вдруг стали обсуждать, то есть они не входили ни в какие организации, да, не проводили, но они стали обсуждать, что надо поднимать людей, надо что-то делать, надо, там, одна женщина говорит, я готова поехать в Туркменистан, вот связаться с тем, и я смотрел это с очень большим удивлением, потому что она рисковала, это не то, что там студентка какая-то, которая не до конца понимает, что это там женщина, которая уже там бизнесом занимается, зрелый человек. И вот появление таких настроений достаточно массово, это новый процесс, это процесс, который на самом деле почти не отражен ни в каких там аналитических отчетах англоязычных, русскоязычных, да, и он ощущается только когда постоянно общаешься вот с туркменской средой. И второе, насчет вот преследований, то есть надо все-таки четко разделить. Есть уголовные дела, вот как то дело, о котором мы говорили, их не очень много, да, вот они пока единичные. И есть, конечно, гораздо более массовые другие формы давления. Это административные дела, там на 7 суток, на 10 суток и запугивание. Причем вот этому давлению подвергаются не только участники протестного движения, не только те, кто в Туркменистане находится, да. Я знаю случаи давления вот, в виде запугивания вплоть до угрозы физической расправы и на территории России, и на территории Турции, и некоторых других стран. Вот. Причем иногда, там, скажем, ну, вот запугивание, там подвергался человек, который помогал, ну, как специалист, там, да, программист одному из сайтов. Да, то есть он не был участником оппозиционного движения. Вот, и, в общем, здесь, мне кажется, власти вот тоже в какой-то степени осознают, что такие настроения, они стали массовыми, они усилились после вот этих последствий катаклизмов в апреле, да, в Либабе.
Вот. И они знают, что если начать, грубо говоря, репрессировать по старой там неязовской модели в тюрьму, да, всех, многих, да, то это приведет к еще большему протесту. Поэтому они здесь вот как бы балансируют. То есть вот с одной стороны они давят, с другой стороны они пытаются удержать вот ситуацию на нынешнем уровне, да, но вот таких случаев давления их действительно очень много, и я думаю, что большинство из них, оно вообще никогда не упоминалось ни в СМИ, ни даже вот в видеовыступлениях оппозиционеров. Да, Гузель, я добавлю, абсолютно согласна с Виталием, потому что вот это движение сейчас имеет уже другой этап, как сказал Виталий, это правильно, и оно необратимо, я считаю, потому что подросло поколение, мы так их называем, интернет-поколение, которое смогло выехать за рубеж и увидело другую жизнь. Это, во-первых. Во-вторых, немножко уже отличается сейчас режим, не режим, а ситуация в Туркменистане с тем, что было при Ниязове. То есть уже все-таки есть возможность пользоваться телефонами, есть возможность иногда пользоваться какими-то приложениями. И это дает более широкий кругозор туркменистанцам. Это второе. И третье, думаем, что как Виталий сказал, есть много сообщений, когда дают всего 10-15 суток и отпускают. То есть, когда они видят, что человек не до такой степени еще созрел для гражданского общества, то они пытаются отпустить его, чтобы еще больше не обозлить, вот так скажем. Спасибо. Если говорить о происходящем сейчас в Туркменистане, огромные очереди у банкоматов и магазинов, рост цен и числа безработных, систематические сокращения в госсекторе, закрытие рынков и частных предприятий, все это стало обыденностью в стране, чье руководство почти уже 3 десятилетия обещает населению счастливую жизнь. Но, кроме того, массовки, поборы, и население постоянно используют в качестве бесплатной рабочей силы и вынуждают сдавать деньги, по последним данным, в том числе и на президентские портреты, и питомники для алабаев. В этой ситуации выражение населением недовольства и даже протеста выглядит логичным. Объясните, пожалуйста, насколько выражение протеста законно и насколько противоправны в этой ситуации действия туркменских властей, которые пытаются запугивать свое население? Ну, если Виталий. хотите, хорошо, Виталий. Нет, есть международные обязательства, к которым присоединился Туркменистан, там пакт о гражданских и политических правах, другие документы. Они гарантируют и свободу выражения, и свободу собраний. Так что с точки зрения, так сказать, международных норм, вот эти все выражения протеста, если они не переходят в насильственную форму, они абсолютно законны. Таджигуль, вы хотели что-то сказать? Да, правильно, согласна с Виталием. Понимаете, в Туркменистане население до такой степени в гражданском обществе аморфно, и это специально делалось в течение 2 режимов, что уже то, что они проснулись, воспринимается как протестное движение. Это только зачаточные шаги, поэтому не надо удивляться, если будут еще какие-то случаи, какие-то другие инцидентные случаи. И постепенно, видимо, это будет набирать свою силу, поскольку население понимает, что хорошо, если хлеб и вода есть, тогда еще можно как-то вытерпеть. Но когда доходит до упора, до уже невозможности найти выход из ситуации, то, конечно, протестное движение будет. Например, если до коронавируса люди могли, не находя работу в Туркменистане, выехать в ту же Турцию, в ту же Россию или еще куда-то, и каким-то образом найти работу за рубежом и посылать какие-то $100-200 ежемесячные, тем самым поддерживать свою семью, то и этот фактор уже нету такой возможности. Плюс, если вы видите трудности, как вы сказали, с обналичкой, трудности с продовольствием, это все, конечно же, приводит население к возмущению. Туркмены, мы понимаем, мы очень терпеливый народ, и в течение долгих лет нам объясняли, говорили, неправильно объясняли понятие сабр, терпение, да, они подавали это как покорность. На самом деле это не покорность, а это стойкое стремление к достижению цели.
поэтому люди начинают это понимать. Гузель. На ваш взгляд, Таджигуль, почему власти страны вместо признания и решения проблем просто противодействуют тем, кто пытается говорить о них? Еще в 2007 году, когда Бердымухамедова назначили, я уже тогда сказала, господин Бердымухамедов не видел другой системы, не видел другого режима. Он видел только ниязовский режим поклонения, лизоблюдства, подхалимства. И он считал и считает до сих пор, что это нормальная жизнь. И воспитал таких же своих чиновников, которые кроме поклонения ничего не представляют. Я была удивлена, когда еще в Туркмении рейд преподаватели ездили по селам, объясняли, какие специальности преподаются в разных университетах. И вот тогда нам пришлось зайти в один из вилаятов к хакиму и дать знать, что приехал десант преподавателей. Это обязательно надо было. И вот тогда нам пришлось немножко подождать, когда он освободится. И мы слышали через дверь, как этот чиновник, скорее всего, эта чиновница была, материлась, как она орала, как она кричала на своих подчиненных. Выйдя к нам, она увидела, что мы это услышали, и она сказала: кроме как вот так, мы достучаться до них не можем. И вот представьте, в течение 30 лет на людей вот так вот воздействовали. Вот таким образом сознание людей перемалывали. И вот этот режим, конечно, поэтому не может, вот спрашиваете, почему не может? Потому что он такой, и это надо у него спрашивать. Сейчас туркменское общество переживает беспрецедентную гражданскую активность, стихийные выражения недовольства внутри страны, когда люди, собравшись вместе, перекрывают улицы, требуя муку или деньги в банкоматах. Идут в администрации рынков, требуя разрешения на торговлю, а также организованные акции протеста за рубежом, в США, Турции, Северном Кипре. Кроме того, пандемия коронавируса, наличие которого внутри страны власти до сих пор не признали, продолжает усугублять и без того тяжелое положение населения. Ситуация не способствует ослаблению напряжения, с одной стороны, а с другой мы видим, что власти не оставляют попыток подавить и запугать население. Что в этой ситуации делать обычным людям? Куда обращаться? Какие возможности существуют в самом Туркменистане и в мировой практике, чтобы заявлять, требовать и защищать свои права? Таджигуль. Развивать гражданское общество. То есть даже на уровне соседей, на уровне квартала, на уровне улицы нужно беседовать, разговаривать, объяснять и поддерживать друг друга. Только так создается и растет гражданское общество. Помимо этого, я еще раз скажу, что в отличие от предыдущих 10 лет, 20 лет, у людей сейчас есть более широкие возможности в виде интернета, телефонов, и они могут независимые зайти и изучать, смотреть, узнавать, и это превосходно. То есть судьба, поставив Туркменистан в положение, как и весь мир в положение коронавируса, она в то же время дала для Туркменистана другую возможность, то есть, закрывая дверь, открыла форточку. Помимо этого, я считаю, что нужно просто каждый, я всегда это говорила, каждый на своем месте, при своих каких-то случаях, каких-то делах, каких-то проблемах должен до конца идти. То есть не останавливаться, даже если вас там не дают допустим, вот с Алабердыевым, им до сих пор не дали никакого документа об этом суде, об этом деле. Они написали прокуратуру. То есть это шаг браво. А многие же и на этом останавливаются и не продолжают. Теперь они наняли адвоката. Один адвокат отказался, они стали искать другого, третьего. То есть нужно продолжать. Никто, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой вам эту проблему не решит. То есть каждый должен решать эту проблему сам. И не зря говорят, каждому человеку дается по его плечам, по его силам вопросы. Спасибо. Виталий, что ты думаешь по этому поводу? Да, ну, конечно, внутри страны там возможности достаточно ограниченные, тем не менее, вот Таджигуль правильно сказал, что их тоже надо использовать, надо обращаться, надо получать ответы,
Там власти сейчас на международном уровне очень рекламируют институт омбудсмана, вот надо, раз они рекламируют, туда тоже обращаться. Потому что иногда бывает, что люди настолько, вот, ну, особенно по уголовным делам, настолько запуганы ну, самим фактом, что кого-то из их родственников судили, только начинаешь их спрашивать, а, не знаю, по какой статье судили, а за что, они разводят руками и говорят, что мы даже боимся спрашивать, как бы нас самих не посадили. Вот этот страх надо преодолевать в том, чтобы вот, бороться за свои права, запрашивать информацию. Это нормальное, как бы обычное право любого гражданина Туркменистана. Второе, так сказать, это вопрос огласки. Опять-таки, вот многие случаи преследования, они не получают огласку, хотя, там, скажем, если это по свежим следам, делать мог бы быть большой резонанс, может быть, это и привело к позитивным изменениям в судьбе тех или иных, так сказать, осужденных или тех, кто подвергается давлению. Ну вот здесь надо расширять вот те вот контакты, которые сейчас вот стали устанавливать там с правозащитниками, с средствами массовой информации. И, наконец, вот если мы говорим о протестном движении в целом, то есть как движение гражданской активности, которое вот само по себе его появление, развитие, оно будет стимулировать, пусть не сразу, но изменения внутри страны. То здесь, конечно, есть две как бы проблемы. Одна проблема состоит в том, что движение его центра возник среди мигрантов за рубежом. И проблема, чтобы адекватное, так сказать, движение возникло и внутри страны при всех тех проблемах, которые существуют, это одна из центральных задач, потому что действуя только за границей, невозможно добиться серьезных изменений. И второе, это чтобы само движение стало более зрелым, потому что сейчас, когда слушаешь многих оппозиционных лидеров, они выдвигают разные противоречивые лозунги, тратят очень много энергии на критику друг друга, иногда даже какие-то совершенно абсурдные вещи говорят, и у них нет достаточно развитых контактов вот, с международными структурами, ну, СМИ, с правозащитниками, там, так сказать, с целым рядом других международных акторов. И да, зрелость, это немножко напоминает вот начальную стадию перестройки, да, когда вот я помню, там, 88-й год в Москве, все тоже, никто не думал, что вообще можно что-то изменить, там, господство Компартии, говорили, что там будет переходный период лет в 40, но само как бы участие в этом движении, постоянные встречи, постоянное обсуждение, постоянно там какая попытки что-то опубликовать, они вели к изменению сознания, и в итоге вот само движение структурировалось, выдвигало более понятные и более адекватные требования и так далее. И вот важно, чтобы туркменское движение тоже прошло эти стадии. И здесь надо, конечно, иметь в виду, что вот, ну, запас времени, он в каком смысле не безграничен, то есть вот после там нескольких лет такой активности, я вот по своему опыту знаю, наступает своего рода психологическая усталость, да, апатия, и там некоторые участники отходят, поэтому вот сейчас, когда туркменское движение переживает стадию подъема, очень важно использовать, своевременно использовать этот потенциал и действовать в правильном направлении. Таджигуль Бегмедова, Виталий Пономарев, спасибо за участие в нашей программе. До новых встреч.